первый, допустим, период, когда мы пробовали для себя процесс, в 2018 году выборы президента России и муниципальные выборы республики 2019 года, в принципе, получилось так, что мы отработали, ну, скажем, как есть, во всяком период 2018 года на отлично. А вот отличную оценку общественным наблюдателям дала глава ЦИК Элла Памфилова и выделила Ингушетию вместе с 4 субъектами по всей стране. Сейчас главная задача, которая стоит перед общественной палатой, не сбавлять темп и провести голосование по поправкам в Конституцию на высшем уровне. В этом году, как и обычно, будут работать выездные бригады с переносными урнами для голосования. По требованию Роспотребнадзора каждый выезд больному – это новая форма для лиц, перемещающих эти урны, получается, соответственно, для волонтеров и работников, представителей избирательной комиссии. Это дезинфекция автомобиля, дезинфекция урны и так далее. Это очень крайне громоздкий, сложный процесс. Поэтому глава сказал, чтобы, допустим, приехали сегодня к одному, допустим, маломобильному гражданину, такой инвалид, не больному, не заразному, не больному вирусом, правильно говоря, а обычно маломобильному гражданину, престарелому. Следующий этап, допустим, уже больной, чтобы этого не было. Если выезжают, то к больному есть, понимаете? Общероссийское голосование будет проходить в течение 7 дней, с 25 июня по 1 июля, чтобы избежать большого столпотворения. Ведь по правилам голосовать на участках смогут только от 8 до 12 человек в час. А 1 июля голосование пройдет в привычном для избирателей формате с 8 утра и до 8 вечера. Голосование в Ингушетии пройдет на 137 избирательных участках, которые преимущественно расположатся в зданиях общеобразовательных учреждений городов и районов республики. На каждом из них предусмотрят отдельные входы и выходы, развернут санитарные комнаты с умывальниками, отдельные помещения для бригады дежурных медицинских работников. Последний день голосования будет нерабочим. Общественная палата Ингушетии уже заключила соглашение с 6 общественными организациями и с несколькими политическими партиями. Мы готовы, сколько они нам скажут, столько и предоставить людей для того, чтобы наши работники и волонтеры были на участках и смотрели на, как проводятся выборы, насколько есть нарушения и где-то делать замечания. Всего в Ингушетии 9 территориальных избирательных комиссий, поэтому на встрече формируют столько же руководителей по каждому участку. Они будут мониторить соблюдение избирательного права граждан по своим закрепленным районам. Оперативный штаб будет создан ближе к голосованию. И мы постараемся набрать значительное количество общественных наблюдателей, провести хотя бы дистанционное обучение с ними. Но в своей работе вот в этом году, в связи с пандемией, у нас полноценных таких занятий не получилось им провести, обучающий семинар так называемый. Но мы старались заключать соглашения с теми общественными организациями, с которыми мы уже имели опыт общения. То есть взаимодействие имеется в виду. Это и выборы президента России 2018 года, это и муниципальные выборы 2019 года, где есть уже устоявшийся опыт работы в статусе общественного наблюдателя. Словом, ситуация с коронавирусом улучшается, и скоро вся страна сможет принять участие в голосовании. На участках предусмотрят одноразовые ручки, дезинфекция, масочный режим. Все это, чтобы защитить каждого из нас. Дети и семья в целом во главе угла. Впервые в основном законе дети объявляются приоритетом государственной политики. Это не может не радовать, говорит председатель регионального отделения «Матери России» Лейла Амирханова. Социальные. Статья 75, поправка. Там поддержка, что независимо от кризисов, от всяких ситуаций в стране, чтобы поддерживали многодетные семьи, чтобы размер зарплаты не был ниже прожиточного уровня. Все мы знаем, что вот именно сейчас то, что вот поддержка многодетных семей, это очень важно. Поэтому как мама, как бабушка, как руководитель вот именно регионального отделения «Матери России» для меня очень важна вот это вот. Я считаю, если социально человек защищен, то он, наверное, он и спокоен, он верит в завтрашнее будущее. Впрочем, каждый, кто хоть как-то знаком с поправками, уже выделил для себя статьи потезисно. Это поправка Конституции, которая 72, она носит характер, это доступность медицины, также и оздоровление медицины. Сегодня в Конституции не было такой поправки, и это очень важная поправка, так как она носит, уже будет носить закрепленный характер и уже
будет медицина для нашей страны и в нашей республике, для наших граждан доступной. То есть, таким образом, все эти новшества, которые, в принципе, уже действуют, станут требованиями Конституции. И они не будут зависеть лишь от воли властей, а надолго останутся стержнем государственной политики. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.